Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые товарищи, приветствую вас и поздравляю с большим и важным событием. Сегодня здесь, на Северных Верфях, как и 2 недели назад в Северодвинске, на наших новейших боевых кораблях поднимаются военно-морские флаги. В состав военно-морского флота входят фрегат «Адмирал Головко», малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин». В соответствии с морской доктриной мы продолжаем работу по серийному производству и плановым поставкам ВМФ современных кораблей. «Адмирал Головко» – это также именно серийный фрегат. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащен крылатыми ракетами «Калибр», которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях. «Наро-Фоминск» – это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей своего класса. Такие корабли заслужили боевую славу, наносят удары крылатыми ракетами большой дальности в свое время из акватории Каспийского моря по позициям боевиков в Сирии, а сегодня успешно выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Наконец, «Лев Чернавин» – это современный тральщик с уникальным корпусом. Уже принято решение о строительстве еще 10 таких кораблей. Вот в состав флота новейших кораблей еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме. И выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг в возрождение развития нашего кораблестроения. Сейчас на стапелях у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности. Вот сейчас стоят и над ними работают 5 фрегатов, 8 корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. Назову лишь основные заказы. Так уже отмечал, что в Северодвинске на Севмаше в предстоящие 3 года планируется построить 3 атомных подводных крейсера «Борей-А» и 5 многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М». На петербургских адмиралтейских верфях сейчас строится 6 дизельных подводных лодок. Размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути. Здесь, на Северной верфи, идет сервисное строительство, серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035 год планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане на Зеленодольском заводе создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи 2 универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота. На судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде также строятся 2 больших десантных корабля. В период до 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще 7 кораблей. На стапелях завода «Пелло» в Ленинградской области достраиваются 3 малые ракетные корабля для Балтийского флота, а на Средненевском судостроительном заводе морские тральщики. На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, на Амурском судостроительном заводе уже размещены заказы на производство 6 корветов, а также 4 малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов. Такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников. А это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе и для гражданского судостроения.
Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей. Качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана. Уже в ближайшее время фрегат «Адмирал Головко» пополнит состав Северного флота, а малый ракетный корабль «Нарафаминск» и морской тральщик «Лев Чернавин» будут нести службу на Балтийском флоте, защищая наши западные рубежи. Хочу поздравить военных моряков, корабелов с сегодняшним событием, поблагодарить трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелать достойной службы на благо России. И, конечно, по старой флотской традиции желаю вам 7 футов под килем. Товарищ министр обороны Российской Федерации, фрегат «Адмирал Головко» успешно завершил государственные испытания. К подъему военно-морского флага готов. Товарищ министр обороны Российской Федерации, малый ракетный корабль «Нарафаминск» успешно завершил государственные испытания. К подъему военно-морского флага готов. Товарищ министр обороны Российской Федерации, морской тральщик «Лев Чернавин» успешно завершил государственные испытания. К подъему военно-морского флага готов. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, корабли успешно прошли государственные испытания. К поднятию военно-морского флага готовы. Разрешите приступить? Разрешаю. Приступайте. Товарищ министр обороны, на фрегате «Адмирал Головко» военно-морской флаг поднят. Товарищ министр обороны, на малом ракетном корабле «Нарафаминск» военно-морской флаг поднят. Товарищ министр обороны, на морском тральщике «Лев Чернавин» военно-морской флаг поднят. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, на кораблях военно-морской флаг поднят. Поздравляю. Торжественная церемония подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Нарафаминск» и морском тральщике «Лев Чернавин» завершена.